Давайте возьмем это наш пример Арман Улан. Скажем, у этого два друзья нету денег. У обоих денег нет. Бывает такое? Денег вообще нет. Но есть какая-то возможность. А чтобы эту возможность использовать, нужно $1000. Давайте вот такой. $1000 нужно эту возможность использовать. Денег нет у обоих. Но есть возможность. Но есть еще кое-что. Улан богато мыслит, Арман бедно мыслит. У одного есть богатое мышление, у второго есть что? Бедное мышление. Он хорошо мыслит, богато мыслит. Что говорит Улан? У него богатое мышление, у этого бедное мышление. Как эта возможность... еще есть прогноз, приблизительный расчет показывает, что если эта возможность использовать, можно зарабатывать хотя бы $700. Если это делаешь, можно зарабатывать. Что делает Арман? Арман, как узнает о этой возможности, начинает всем людям рассказывать. Он говорит: ребята, колоссальная возможность, я нашел возможность. Жену говорит: теперь я понял, как разбогатеть. Оказывается, все эти богатые так делают. Я понял. Вот скоро мы дома поменяем, скоро делаем того. В общем, он начинает по всей полгорода уже знать, что Арман собирается делать бизнес. А когда дело наступает, реальный поступок надо совершать, надо что-то делать, он приходит к выводу, что денег нет. И он что говорит? Если был бы денег, я это сделал бы. Но, к сожалению, поскольку у меня денег нет, я не могу это делать. Вот был бы у меня денег, я это сделал бы. Внимание, внимание. Он приходит итоги к решению, что денег нет. Если был бы денег, я это сделал бы. Это итоги, его вывод. Поскольку денег нету пока, пока я не могу делать. Почему не можешь делать? Потому что денег нет. Вы меня поняли? Теперь, пойдемте дальше. Посмотрим, что делает Улан. Улан говорит: прежде чем принимать какое-либо решение, я должен понять, мне это надо или не надо. И что он делает? Он начинает говорить: давай-ка я измеряю плюсы и минусы. Какие плюсы, если я это сделаю? Какие плюсы? Первый плюс какой? Деньги есть. Если получится, у меня будут деньги. Это плюс? Это плюс. Я научусь чему-нибудь. Если это делаю, у меня появляются какие-то навыки, умения. Это плюс? Плюс. Какие-то связи могут появляться, да, по пути, когда ты делаешь, какие-то связи могут. Это плюс? Плюс. Теперь, часто бывает, что обычно за маленькие возможности спрячены большие возможности. Часто бывает так. Вот, например, чем вы занимаетесь, возможно, вы столкнулись с какой-то маленькой, какой-то необычной ситуацией и столкнулись. Я вам расскажу свою историю. Как я стал тренером? Я в Тюмени в 98 году, или 98, да, в Тюмени, и помогаю своему родственнику делать это. Он строительная компания держит, и я ему помогаю, вот это отдельная работа. Его отец заболел, он позвонил мне и говорит, приглашает: приезжай, пожалуйста, помоги мне, мне надо домой поехать, чтобы побывать рядом с отцом, а ты посмотри немножко у меня мою команду посмотри, говорит, ребят. Я приезжаю туда, он построит бизнес-центр. Я приезжаю туда, в общем, работает на офисе, ремонтирует, бизнес-центр делает и так далее, базар строит. И, в общем, такое дело. Я приезжаю туда и управляю его командой. И вот этот бизнес-центр, который ремонтировали, сдавали, и там нанимала какая-то компания, называется страховая компания «Ресо-гарантия». И это же люди ходят на это, арендуют эти офисы и так далее. Я познакомился с людьми, одна женщина мне говорит: пойдемте на тренинг. Я говорю: что за тренинг? Я понятия не знаю, что слово тренинг, что-то такое. И до сих пор здесь, наверное, некоторые люди не понимают, что такое тренинг. Не все людям понятно. Я говорю: а что такое? Он говорит: это учеба вот такой, пойдем на тренинг. Я говорю: что за тренинг? Она мне рассказывает. Вот, говорит, есть такой человек, его зовут Нарбеков, по его системе будет учеба. Пойдем. И я говорю: да ладно вам, мне это не надо. Она купила мне билет, принесла. Билет стоил 1200 рублей. Это она сама купила своими деньгами. Ее зовут Надежда Петровна. Она привезла с собой билет, мне говорит: я тебе подарю, иди на этот тренинг. Я иду на этот тренинг, я сижу, вот так большой зал, где-то было около, возможно, 100 человек, где-то вот так был. И я на первом ряду сижу вот так. И там Александра Залина выступает и подходит ко мне и говорит: вот она выступала, 2-2,5 часа вот так выступала, наверное. И по окончании вот эта презентация, она подходит ко мне и говорит: а вы не хотите стать тренером?
На ровном месте. Я понятия не имею, кто она такая вообще. Я на русском вообще плохо разговариваю. Я смотрю на нее, думаю, наверное, ты вообще не понимаешь, с кем разговаривать. Я честно говорю, я смотрю на нее и думаю, наверное, ты не понимаешь, кто я так... А она продолжает говорить, а я же на русском не умею говорить. Молча киваю головой. Оказывается, она думает, что я понимаю, я киваю головой. Я ничего не понимаю. В какой-то момент она задает вопрос, я киваю головой. Потом она говорит, что-то просили, я говорю, на русском не понимаешь. Представьте, после того, когда она целый час говорила со мной. Она говорит, что? Я говорю, на русском не понимаешь. Она говорит, это ты не понимаешь. И вот суть в чем? Суть в том, что если я не пошел бы на этот курс, на этот тренинг, и моя жизнь такая не была бы. Конечно, Чингиз Айтматов есть такое высказывание, смысл такой. Иногда одну встречу изменит вашу жизнь, иногда одну мысль изменит, одно слово, иногда одно знакомство изменит вашу жизнь. Но именно иногда бывает так, что именно тот человек, который изменил бы эту встречу в вашу жизнь, может быть, на это прикростка вы мимо проходите. Он чуть раньше вас прошел, эта прикростка, или позже вас. И вам иногда десятка лет пройдет, чтобы эту встречу снова встретить. Это колоссальная мысль. Это я где-то читал у Чингиза Айтматова этого. Это колоссальная мысль. Вы понимаете, о чем речь? Я хочу сказать, что иногда за какие-то маленькие возможности спрячены большие возможности. За ними спрячено. Думаю, что вы тоже, наверное, чем вы сейчас занимаетесь, вспомните, как вы начали этим заниматься. Да? Как вы начали? Потому что кто-то вам сказал, ну давай со мной попробуй или помоги. А вы чуть-чуть попробовали. И все, делай, пошло и пошло. Вот так и происходит часто. Теперь, то есть, это плюс или минус? Спрячены большие возможности, да? Это плюс. Теперь, внимание. Как вы думаете, вот самая интересная вещь. Что делает Улан? Улан говорит сам себе. Улан говорит сам себе. Улан говорит сам себе. Внимание, что он говорит? Деньги можно одолжить. А вот возможности тебе никто не одолжит. Согласны? Деньги можно попросить, в конце концов, когда кредиты можно брать их. Можно одолжить их. А вот возможности тебе никто никогда не одолжит. И, соответственно, у него решение какое? То есть, возможности невозможно одолжить. Никто не одолжит. Значит, если наличие возможности есть, это плюс? Это плюс, наличие возможности. Значит, какое решение он принимает? Делать или не делать? И он принимает решение, что этого надо делать, независимо от того, денег есть или нет. И он начинает действовать. Теперь внимание обратите. Эту историю, представьте через 6 месяцев эту историю. Вспомните, $1000 надо было найти, чтобы эту возможность использовать. А теперь внимание. Представьте, что через полгода история такова, что Арман попал в катастрофу или он попал в какую-то неприятность. Ну, бывают неприятности. Ну, после какой-то свадьбы с кем-то драка попал или что-то попал. Неприятность. А теперь, чтобы из этой проблемы избавиться, у Армана требует $2000. Ну, бывает такое? Бывает. Он попал в какой-то неприятности. И чтобы из этой неприятности избавиться, и у него требует $2000. Вопрос, Арман найдет? Вот сволочь, а? Вы понимаете, о чем идет речь? Он когда ему страшно, он находит. А теперь вопрос. Больше случаев своей жизни вы поступаете как Арман или как Улан? Давайте по-честному. Нет, давайте по-честному. Я не говорю, что как хотите поступать. В реальности как поступаете? Пока жизнь не загоняет в угол, не делаешь. Согласны? Это я одну параметр взял в деньгах, а во всех параметрах жизни часто так. Пока жизнь человеку не загоняет в угол, он не делает. Это есть вот это мышление страха. Когда человеку страшно, только тогда начинает делать. Это правда. Вот это есть мышление страха. Бедные мысли категориями страха. Как мысли богатые люди? Богатые...